Гагаузско-русско-молдавский словарь охватывает большой объем текстов и словарных статей, что делает его незаменимым для исследователей и специалистов в области лексикографии и лексикологии, отмечает доктор филологии, модератор научно-практической конференции Гюллю Каранфил. Любой тюрколог, любой преподаватель, работники масс-медиа всегда обращаются к этому словарю. Разработка словаря началась в Кишиневе в конце 50-х годов. В свет он вышел в 1973 году. Сам словарь охватывает, благодаря своему объему, текстам, словарным статьям, различные направления науки, там, терминологии, культура, история, этнография и так далее. Поэтому его значение как раз и в этом тоже, что впервые на академическом уровне был подготовлен словарь специалистами в области лексикографии, лексикологии, и он до сих пор не превзойден по своему значению и качеству. Поэтому мы отмечаем этот юбилей. Ректор Камрадского государственного университета и депутат Народного собрания Гагаузии Сергей Захария отметил необходимость сохранения и развития гагаузского языка среди политиков. Сегодня бюджет Гагаузии составляет 1 миллиард, по новому бюджету, который предлагается нам, 500 миллионов лей. Из них 6 миллионов ежегодно мы выделяем и будем выделять на поддержку развития гагаузского языка. До 2019 года, с 1994 года, когда автономия появилась на свет официально, ни одной копейки не выделялось. Об этом надо говорить. И политики, которые местного значения, и которые в парламенте Республики Молдова, что должны были сделать, чтобы язык не исчезал. Сегодня идея появления и движение вперед, появление таких конференций дает стимул не только для общественности, а для властей, чтобы думали о том, что каким образом язык развивать и его продолжать. Гагаузско-русско-молдавский словарь представлен в библиотеках учебных заведений, а также в онлайн-формате. Марина Топал, Григорий Ставилов, Артем Топал. Новости ГРТ.